Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. 25 апреля черкесы всего мира празднуют 189-летие адыгского черкесского флага. Адыгская черкесская общественность Абхазии отметила этот день в Сухуме. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу Владислава Арзумба в селе Нижняя Шера, где участники акции почтили память первого президента Абхазии. Затем они направились к устью реки Гумиста, где в апреле 1993 года погибли бойцы группы «Кабарда» под командованием легендарного Гены Карданова и возложили цветы. Затем колонна автомобилей с адыгскими флагами направилась к мемориалу в парке Славы в центре Сухума. Участники мероприятия возложили цветы и поклонились памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Адыгский флаг, как государственный флаг Адыгеи, был утвержден в 1992 году. Он представляет собой зеленое прямоугольное полотно, на котором изображены 3 скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд, означающих объединение адыгского народа. 3 перекрещенные стрелы символизируют объединение 3 главных княжеских рода. Зеленый цвет полотна символизирует ислам. День адыгского флага отметили и в Абхазском государственном университете. На площади у главного вуза страны состоялась торжественная церемония поднятия адыгского флага. Студенты АГУ исполнили национальные танцы. Звучали абхазские народные песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Гунда». Затем в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзумба состоялся концерт, посвященный Дню адыгского флага. Открыл мероприятие государственный ансамбль народного танца «Кавказ». Он выступил перед зрителями с адыгским танцем «Исламей». На сцене была выставлена копия адыгского флага, с которым добровольцы из Адыгеи прибыли в Абхазию во время Отечественной войны. Председатель Совета общественной организации «Адыга Хасы» Абхазии Валерий Маримуков поздравил братские народы и отметил, что адыгский флаг объединяет адыгов и абхазов во всем мире, олицетворяя славное прошлое, настоящее и будущее народов. Этот праздник утверждает вечные ценности, воспитывает преданность и верность Родине и своему народу, укрепляя в нас стремление к созидательной деятельности в защите национальных интересов. Для всех нас, адыгов, адыгский флаг является предметом любви и гордости, символизирующий благородство, честность и мужество, дающий возможность каждому адыгу ощутить себя частью великой истории черкесов. Грузинские официальные лица выступили с рядом заявлений в связи с проходящими в Республике Абхазия учениями объединенной группировки войск России и Абхазии. Из опубликованных заявлений следует, что в Тбилиси обеспокоены якобы растущей милитаризацией Абхазии, считают проведение учений нарушением международного права и рассматривают их как демонстрацию силы. Комментируя данные заявления, МИД Абхазии считает необходимым отметить, что абхазо-российские военные учения не направлены против какого-либо государства и носят сугубо оборонительный характер. МИД нашей страны также напоминает, что отношения между Абхазией и Россией строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право. Как подчеркивается в комментарии, военная составляющая в отношениях Абхазии и России имеет особую значимость в условиях наращивания взаимодействия между Грузией и НАТО. В Республике Абхазия вызывает серьезную обеспокоенность проводимый Вашингтоном и Брюсселем курс на поощрение военных амбиций Грузии. Очевидные элементы милитаризма в политике Тбилиси, проявляющихся в регулярных масштабных военных учениях, создании тренировочных центров и модернизации военной инфраструктуры по натовским стандартам, лишь подрывают усилия сторон по достижению прочного мира в Закавказье, осложняют проведение конструктивного диалога в рамках женевских дискуссий. Республика Абхазия, исходя из приоритета обеспечения национальной безопасности, намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией и адекватно реагировать на любые потенциальные вызовы, подчеркивается в комментарии МИД Абхазии. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась пресс-конференция с участием представителей организаций непредставленных народов и наций. Открывая пресс-конференцию, заместитель министра иностранных дел Республики Ираклий Тужба отметил, что наша страна является членом ОНН с 1991 года. Организация занимается лоббированием интересов Абхазии. Благодаря деятельности ОНН в этом году представители нашей страны имели возможность посетить Европарламент, где обсуждали вопросы гуманитарного характера и защиты прав человека. Сегодня ОНН объединяет более 45 непредставленных народов и наций. Если говорить о наших членах, то их количество насчитывает 45.
это нации и народы. В основном это те, которым отказывают в их стремлениях быть представленными на международной арене, на таких классических платформах, как Организация Объединенных Наций, которая для нас представляется исключительным органом, и доступ в который многим нациям ограничен, хотя, по сути, все должно быть наоборот. Если говорить о наших членах, возвращаясь к этому вопросу, то у нас очень много интересных примеров. Нам наиболее известны представители — это курды, это правительство в изгнании Тибета. Также мы работаем с похожими на Абхазию случаями. Это, конечно же, каждый случай он уникален, но есть похожие ситуации, как, к примеру, Сомалиленд. Это, по сути, это де-факто государство, хоть и в их отношении не было проявлено какого-либо признания. И у нас также есть отношения с Тайванем, член нашей организации, который, как вы знаете, пользуется частичным признанием со стороны ООН. То есть все это говорит о том, насколько разнообразна и пестра наша работа. В пятницу состоится очередное заседание Кабинета министров Республики Абхазия, в повестку дня которого вошли более 20 вопросов. В их числе отчеты об итогах деятельности за 2018 год ряда министерств и ведомств и аппарата Кабинета министров. Члены правительства рассмотрят внесение изменения в постановление Кабинета министров о службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия о переводе объектов электроэнергетики, находящихся в муниципальной собственности города Сухума и Гагарского района, в республиканскую собственность, передачи в хозяйственное ведение единого оператора передающих и распределительных сетей и другие вопросы. В связи с резонансом, вызванным похищением Умара Мерцхулава, Генеральная прокуратура Абхазии изъяла уголовное дело из производства прокуратуры Сухумского района и приступила к расследованию. Об этом сообщил помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются. Наша съемочная группа продолжает работать в Израиле, рассказывая нам о святых для всего христианского мира местах. Смотрите очередной репортаж Мананы Кокоскира из древнего Иерусалима. Почему мы здесь? Хочу напомнить нашим телезрителям христианскую историю абхазского народа. Уже в 40-е годы среди жителей древней Пицунты проповедовал Андрей Первозванный. Аббасская церковь обогрена кровью Симона Канонитов. Уже одно то, что его могила находится на территории Абхазии, дает нам право, дает достойное место нашей церкви в семье православных церквей. В Абхазии почитались мученики Орентий, Лангин, Федор Тирон, мученик Василиск. Свою последнюю божественную литургию прочитал Иоанн Златоуст в Абхазии, в Каманах. Святыми считались и первые епископы Абхазии – Сафроний и Стратофил. Стратофил вообще является первым участником Первого Вселенского собора в 325 году. Святой Анастасий, ученик отца церкви Максима Исповедника, писал об Абхазии как о стране христолюбивых абазгов. И самое главное, Абхазия является первым уделом Божьей Матери на земле. Все паломники Иерусалима, и наша группа в том числе, идут поклониться гробу Господню. Это место – мечта и чаяние всех христиан мира. Храмовый комплекс потрясает своим величием и древностью. Он разделен между 6 конфессиями христианской церкви – греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Иногда между ними случаются конфликты. На фасаде храма находится деревянная лестница. Она стоит уже там много веков. По ней в свое время поднимались монахи. Сейчас она не используется, но ее никто не убирает. Лесенка – свидетельство неукоснительного соблюдения древних традиций и соглашение о том, что ни один элемент храма не может быть изменен без единогласного решения. Храм покрывает все святые места этой горы – распятие, помазание, погребение. Пройдя рассеченную колонну, мы заходим вовнутрь, поднимаемся по лестнице на Голгофу. Здесь под стеклом видно место распятия. Это страшное место по своей сути.
После смерти тела Иисуса было снято с креста Иосифом и Никодимом. На камне помазания они положили его, умастив тело миром и алоэ. И вот мы уже подошли к Увуклии, гробу Господню. Здесь не разговаривают и только молятся. Это место – наша надежда, наше обетование, ибо здесь произошло воскресение Христово. В духовной литературе написано, что человек может быть неверующим только до своей смерти. После смерти все становятся верующими, потому что убеждаются, что жизнь продолжается и после смерти. И всего-то нужно жить по заповедям Господним. А они у нас прописаны в нашем кодексе Апсуара. Живи честно, люби ближнего, береги природу. Народ, который забывает это, исчезает с лица земли, и примеров предостаточно. Итак, мы на земле обетованной. Мы молимся и вас призываем на Страстной Седмице молиться и приготовиться к празднику Воскресения Христова. Манана Кокускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия. Делегаты Всемирного Абхазо-Базинского конгресса находятся с рабочим визитом в Египте, где провели встречи с соотечественниками из рода Абаза. Цель визита – знакомство с диаспорой в Египте и установление прочных связей. По прибытии в Каир делегацию встретил представитель рода Рауф Абаза Маан, оказывающий большое содействие в организации программы пребывания ВААК в Египте. Об этом сообщает Апснепресс со ссылкой на руководителя информационного портала ВААК Амину Лазба. По словам одного из руководителей делегации, исполнительного секретаря ВААК Инара Гицба, визит проходит весьма продуктивно. Уже состоялись встречи в Гизе. Намечается поездка в Каир, где состоится встреча с деятелями культуры, в ходе которой будут обсуждены вопросы культурного сотрудничества. В пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам открытия школ диабета в Сухуми и Гагре. Школы диабета были открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и программы развития ООН в Абхазии, в Сухумской городской и Гагрской центральной районной больницах. Об этом наш следующий репортаж. Сахарный диабет – это группа заболеваний под общим названием гипергликемия, то есть повышенным уровнем сахара в крови. Причинами же является генетическая предрасположенность, избыточная масса тела, гормональные изменения, болезни поджелудочной железы и нервные стрессы. Школа диабета – это мировая практика. Во всем мире, если человек заболевает этой болезнью и проходит лечение в стационаре, он также обучается в школе диабета, чтобы, выходя из медицинского учреждения, пациент понимал, как жить с этим самостоятельно. С этой целью при поддержке программы развития ООН в Абхазии и общественной организации «Центр развития», а также общественной организации Ассоциации эндокринологов Абхазии в двух городах нашей страны, в Сухуми и Гагре, была открыта школа диабета. Эту идею не раз пытались воплотить и врачи, и сами больные, но не получалось, так как не хватало ресурсов. Врачи-эндокринологи самостоятельно своими усилиями создавали эти школы. В тех условиях, в которых у них получалось, они проводили какие-то занятия, но, как мы понимаем, для того, чтобы это было более результативно, то нужны определенные вложения, нужно время и все остальное. И, в общем, достичь того, что мы достигли сегодня, самостоятельно врачам это было очень сложно. Мы начали свою деятельность в сентябре. До этого мы осуществляли ремонтные работы в больницах, в тех помещениях, которые нам выделили Минздрав и администрации больниц. Существует два типа диабета. Инсулинозависимый первый тип, им болеют преимущественно дети и подростки, люди в возрасте до 30 лет. И второй тип инсулинозависимые, как правило, которым страдают люди старшей возрастной категории. По словам специалистов, наиболее распространенной формой является диабет второго типа, согласно чему в школах и были сформированы группы. Мы отбирали определенных пациентов, как уже Асита сказала, из той категории больных, которые уже стоят у нас на учете. Это пациенты с разным типом сахарного диабета, это сахарный диабет первого типа, второго типа. Принципиальные подходы к лечению компенсации, к лечению, к обучению таких больных, она принципиально может быть разная. Школа диабета – это, конечно, не один день, это цикл занятий, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Это намеченный общепринятый план, которому следуют все преподаватели школы
школ диабета. Всего школу диабета в Гагре прошли около 80 человек, а в Сухуми – 90. По словам специалистов, групповые занятия являются самыми эффективными. Они в школах проходят 2 раза в неделю, и каждая группа усваивает около 10 тем. Была подобрана и особая методика, которая дала положительные результаты. Параллельно с тем, как мы проводили обучение, мы им раздавали дневники самоконтроля. Это были бланки для регистрации ежедневного обследования уровня сахара крови. И также мы им всем раздали глюкометры с тест-полосками, чтобы обеспечить им это измерение. Эти дневники как бы явились для нас индикаторами нашей эффективности нашей работы и тот уровень знаний, который они у нас получили, как они его применяли на практике. То есть каждое занятие они посещали с этими дневниками, и мы могли судить, динамика положительная или отрицательная. С каждым годом статистика заболеваемости сахарным диабетом во всем мире увеличивается. Что касается Абхазии, нет точной цифры. Можно лишь судить по количеству обращаемости пациентов. Примерно 3000 обращений. Не все страдающие этой болезнью ознакомлены с ее нюансами и зачастую один на один остаются со своими страхами и переживаниями. Вот почему школа диабета и дальше будет продолжать свою работу, как первая ступень для понимания того, что это заболевание, с которым можно жить. Гугут Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Абхазский государственный драматический театр имени Чанба и Государственный молодежный театр представляют нашу республику на международном фестивале «Адыга абхазских театров. Кавказский меловой круг», который проходит в эти дни в Майкопе. В нем участвуют 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Приглашение на международный фестиваль Абхаздрам получил еще в декабре прошлого года. И руководство театра решило отправить туда один из лучших репертуарных спектаклей «Дом Бернарды Альбы», который покажет в Майкопе 26 апреля. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается ночью небольшая облачность, возможен туман. Днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.